Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Вслед за Чу еще одна кыргызская река Нарын вышла из своих берегов. Причина – стремительное таяние горных ледников из-за жары. Под угрозой десятки домов. Вода резко поднялась сразу на несколько метров. Казахстанцы подали десятки исков о клевете, создании фейков и публичных оскорблениях к республиканскому телеканалу «Евразия». По мнению экспертов, подтасовывать факты журналисты канала научились во время поездок по обмену опытом в Москву. Скорее всего, их укусил Киселев, да? Ну, возможно, и укусил, да, но опять же, получилось не так, как у них даже. Французская полиция опять применила слезоточивый газ против футбольных фанатов из Англии, а за русских хулиганов, громящих французские города, вступился российский парламент и министр иностранных дел. Когда топчут российский флаг, когда выкрикивают оскорбления, срываться на мордобой в любом случае нельзя. Но игнорировать тоже недопустимо. Breaking Bad по-русски. В уральском городе Пермь осудили ученых-химиков, которые произвели наркотика амфетамина на 54 миллиарда долларов. Между тем, продовольственные магазины и рынки России оказались наводнены химическим творогом. Он горит и пахнет пластмассой. У нас нет такого количества свежего молока, чтобы такое количество творога изготовить. В Южном Казахстане нашествие саранчи. Ситуация настолько критичная, что уже вышла из-под контроля. Уничтожены сотни гектаров урожая бахчевых и хлопка. Целый месяц местные дихкани пытались бороться с саранчой самостоятельно, но спасти урожай им так и не удалось. Весь последний месяц дихкани умоляли власти помочь им сохранить хотя бы остатки урожая. По их словам, обработка полей хоть и проводилась несколько раз, но на саранчу не подействовала. Бахчевые были уничтожены, даже не успев созреть. По словам местных жителей, саранча уже перебралась на пастбище. Теперь под угрозой домашний скот, который скоро нечем будет кормить. Бахчевые и хлопок – это основное занятие для местных дихкан. Чтобы вырастить урожай, они берут кредиты под залог домов. Теперь многие не знают, как расплатиться с банками. Тем временем чиновники официально заявляют, что никакого существенного ущерба региону нашествие саранчи не нанесло. С их слов, они успешно победили местную саранчу, но никак не могут справиться с кузнечиками, которые прилетели из-за рубежа. Марокканская саранча относится к категории особо опасных, поэтому этим занимаются на республиканском уровне через республиканский бюджет соответствующие органы. Мы свою обработку завершили, мы работаем с местной саранчой. Каждый отвечает за свое. Багарный Прус – моя саранча, Марокко – саранча министерства. Пользователи казахстанского Фейсбука объявили призыв бойкотировать вещание пропагандистского республиканского канала «Евразия». Бойкот должен поддержать иски 19 казахстанцев против этого телеканала, поданные в связи с прозвучавшими в эфире обвинениями в адрес митинговавших по земельному вопросу. Ведущие телеканала заявили, что митинги были организованы и проплачены, и предъявили в качестве якобы доказательства скрытую съемку раздачи денег. Те, кто подал иски, считают, что эти обвинения были сфальсифицированы, как и многое из того, что показывает этот главный телеканал страны. Дмитрий Беляков с подробностями. Покажите это видео всем, чтобы все понимали, кто и за что родину продает, призывая принимать участие в незаконных собраниях. Несколько десятков казахстанцев подают в суд на Первый канал «Евразия». Первый иск от 5 граждан уже зарегистрирован в Алма-Ате. Истцов возмутили формулировки ведущих аналитических программ телеканала, посвященных земельным протестам. Журналисты Первого канала неоднократно сообщали, что митинги организованы извне. Называли суммы от 50 до 150 долларов США за каждого участника и предоставляли видеодоказательства, якобы подтверждающие факт проплаченности акций. И вот так они продают нас с вами. И заметьте, что интересно, продают даже не за казахстанские тенге, не в национальной валюте, а за доллары. Понятно, кто заказчик? По словам судебного защитника Ермека Нарымбаева, у него на руках 19 доверенностей от жителей различных регионов республики, и он готов представлять их интересы в суде. В ближайшее время количество истцов должно вырасти до 40 человек. Возмущенные люди требуют официальных извинений и компенсации морального ущерба примерно по 300 долларов на человека. По гражданскому законодательству бремя доказательств ложится именно на телеканал. То есть, в принципе, мы предъявляем претензии, телеканал обязан просто предъявить элементарно, кто на видео изображен, кому платили, конкретно кто снимал, он должен дать показания,
кого он снял, пофамильно, какой день и так далее. Есть это органы предоставили информацию, где эта справка. Версия с иностранным вмешательством продолжилась в различных программах телеканала до 6 июня, когда Комитет национальной безопасности республики официально заявил, что организатор серии митингов – ранее задержанный шымкентский бизнесмен Тохтар Тулешев. Остро проявилась несогласованность информационной политики республиканского канала с версией силовиков. Журналист Жанбулат Мамай считает, что элитные группы во власти не смогли прийти к общему решению протестной ситуации в стране. Я точно знаю, что такая группа существует, прокремлевская, и в администрации президента. И есть там люди, которые проводят свои отпуска в Кремле, получают там свои задания, проходят политтехнологические какие-то курсы, общаются и то есть учатся, как формировать повестку дня, как работать. То есть такие группы существуют. Я думаю, что, конечно, Первый канал, он тесно аффилирован с такими группами. Политолог Досым Сатпаев невольно оказался вовлечен в процесс производства пропагандистских программ на Первом. Авторы передачи использовали фрагмент его интервью двухгодичной давности по украинским событиям, вырезали цитату про Facebook и вставили в эфир по результатам земельных протестов. То есть это инструмент, все это должны хорошо понимать. Инструмент, который активно стали использовать внутри страны при активной поддержке извне. Сатпаев отреагировал призывом к публичному бойкоту канала «Евразия», и экспертное сообщество его поддержало. Скорее всего, их укусил Киселев, да? Ну, возможно, и укусил, да, но, опять же, получилось не так, как у них даже. Пропаганда сделана непрофессионалами. Тем более, опять же, с расчетом на то, что это расколет общество. Это является угрозой информационной безопасности страны. И меня больше всего удивляет, что власть не понимает, что такие информационные вбросы со стороны канала, которые транслируются на всю страну, рано или поздно ударят по самой власти. На предварительном слушании по иску карагандинского адвоката Нурхана Жумабекова к телеканалу «Евразия» юрист канала сумел добиться от судьи особых условий. Видеосъемку в зале разрешено вести только операторам Первого, а участникам процесса запрещено комментировать его ход. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Еще одна кыргызская река Нарын вышла из берегов из-за стремительного таяния ледников в горах. Под угрозой затопления несколько районов города Нарын. Затопление также грозит автодорогам, пахотным землям. Под угрозой смыва находятся мосты. Несколько сел остались без транспортного сообщения с областным центром. На Рыне вода уже вплотную подобралась к жилым строениям. Почти все дома здесь построены из саманных кирпичей, и их попросту может смыть без следа. Местные жители говорят, что подобного катастрофического подъема воды не было уже несколько десятилетий. Вода резко поднялась сразу на несколько метров. И еще немного, и наши дома будут затоплены, а может быть и смыты. Мы таскаем камни и песок, но пока все смывает. На моей памяти подобное было 20 лет назад. Сейчас местные власти и МЧС пытаются создать в населенных пунктах защитные насыпи из гравия и песка и спасти поселки от затопления. Этим занимаются почти все местные коммунальные службы, но людей и техники не хватает. Мы пытаемся построить дамбу. Мобилизована вся техника, которая есть в наличии в Нарыне. На борьбу с наводнением мы привлекли все городские службы. Синоптики говорят, что дальнейший подъем воды напрямую зависит от погоды в горах. Если жара продержится, разлив рек в республике также продолжится. Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев приговорены заочно к пожизненному лишению свободы за апрельские события в стране 2010 года, сообщает портал 24KG. По данным издания, экс-президент и его брат признаны виновными в соучастии в организации убийства, покушении на убийство и превышении должностных полномочий. Бакиев в данный момент скрывается в Белоруссии под личным покровительством местного президента Александра Лукашенко и, скорее всего, в ближайшее время отбывать свой пожизненный срок он не планирует. А в Таджикистане, где Верховный суд страны недавно вынес пожизненные приговоры мятежникам из окружения бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзода, выяснилось, что осужденным негде отбывать свое пожизненное заключение. Специальных тюрем или зон для таких заключенных пока нет. Как сообщают адвокаты, в СИЗО, где находились в течение следствия осужденные, были выделены 2 одиночные камеры, в которых до конца своей жизни и будут находиться первые в республике заключенные, лишенные свободы до конца жизни. Что делать с остальными, власти пока не придумали. Далее в программе.
Французская полиция опять применила слезоточивый газ против футбольных фанатов из Англии, а за русских хулиганов, громящих французские города, вступился российский парламент и министр иностранных дел. Когда топчут российский флаг, когда выкрикивают оскорбления, срываться на мордобой в любом случае нельзя. Но игнорировать тоже недопустимо. Breaking Bad по-русски. В уральском городе Пермь осудили ученых-химиков, которые произвели наркотика амфетамина на 54 миллиарда долларов. Между тем, продовольственные магазины и рынки России оказались наводнены химическим творогом. Он горит и пахнет пластмассой. У нас нет такого количества свежего молока, чтобы такое количество творога изготовить. Отношения России и Америки опять обострились из-за ситуации в Сирии, в частности, из-за наступления армии Асада в городе Алеппо. Эти действия активно поддерживаются российскими бомбардировками, несмотря на объявленное перемирие. Госсекретарь США Джон Керри сделал несколько жестких заявлений в адрес Москвы. С его слов, терпение Соединенных Штатов почти исчерпано, и президент Башар Асад должен уйти. Мы не будем сидеть сложа руки, пока Асад будет продолжать агрессивное наступление на Алеппо, а Россия будет его поддерживать. Россия и другие страны должны сделать свой выбор, показав, имеет ли для них значение дальнейшее развитие событий в Сирии и то, выполняют ли сирийцы резолюцию Совета Безопасности ООН. Сразу же после заявления Керри российское командование объявило об установлении очередного режима тишины в Алеппо на 48 часов. Это означает, что российские самолеты на время прекратят бомбежки жилых кварталов в поддержку сирийской армии. Тем временем ориентированные на Соединенные Штаты силы умеренной сирийской оппозиции и курдское ополчение с новой силой возобновили наступление на позиции исламского государства на севере Сирии. Интенсивность бомбардировок американской авиации, поддерживающей своих союзников, увеличилась в разы. Вы видите кадры агентства Рейтер из района боев. На них видно, что по позициям исламистов в одном из сирийских городов наносятся беспрецедентные по мощности авиационные удары. Пока не представляется возможным выяснить количество жертв и пострадавших среди мирного населения. В Ираке, в окруженном правительственной армией городе Фаллуджа, боевики ИГИЛ оказывают отчаянное сопротивление наступающим иракским частям. По последним оценкам ООН, в Эль-Фаллудже, помимо нескольких тысяч боевиков, фактически в заложниках оказались почти 90 тысяч гражданских лиц. До последнего времени именно это обстоятельство удерживало правительственную армию от решающего штурма. И вот иракские власти, похоже, решили больше не считаться с жертвами среди мирного населения и как можно скорее взять город под свой контроль. Мы не ведем обычную войну, когда перед нами неприятель или где есть организованные войска под единым руководством. Вместо этого есть так называемый ИГИЛ, которые находятся внутри городов. Избежать потери среди гражданского населения практически невозможно. Все последние недели жители осажденного города и так находились под перекрестным огнем. Многие пытались покинуть город вплавь. Сотни человек утонули. Полиция французского города Лиль опять применила слезоточивый газ против футбольных фанатов. На этот раз это были болельщики из Англии, которые агрессивно праздновали победу сборной Словакии над командой России. Толпа болельщиков намеревалась вступить в очередную драку с футбольными фанатами российской сборной. Между тем, из Марселя пришло сообщение, что суд приговорил к реальным срокам заключения 3 первых российских футбольных хулиганов из числа участвовавших в погромах. Эти кадры телеканала Sky News, на которых камерам удалось запечатлеть момент применения слезоточивого газа против английских фанатов. После его применения многосотенная толпа англичан бросилась в рассыпную. Тем временем в России пытаются найти причины проигрыша национальной сборной команде Словакии. Основной версией поражения в государственных СМИ называют кочки на футбольном газоне, которые помешали футболистам проявить себя в полной мере. А к защите российских болельщиков, участвовавших в погромах, подключилась Государственная Дума Российской Федерации и министр иностранных дел. Они считают, что во многом поведение футбольных хулиганов было оправданным. Но одновременно мы не можем закрывать глаза на то, что пытаются игнорировать абсолютно провокационные действия болельщиков из других стран. Вы, наверное, видели возмутительные кадры по телевидению, когда топчут российский флаг, когда выкрикивают оскорбления в адрес российского руководства, в адрес ведущих российских спортсменов. Понятно, что срываться на мордобой в любом случае нельзя, но игнорировать
вот этих провокаторов, которые из-под тишка пытаются создать кризисную ситуацию, тоже недопустим. В пропагандистскую кампанию в защиту фанатов сборной России подключились государственные телеканалы. Ведущие информационных программ и ток-шоу, рассказывая про беспорядки на стадионе в Марселе, где именно российские болельщики атаковали английские трибуны, утверждают, что все было с точностью да наоборот. Это уже приводит к конфузам в прямом эфире, поскольку российские спортивные корреспонденты и обозреватели, находящиеся во Франции, отказываются принимать такую версию событий. Поскольку за вашей спиной опять полиция и все те же английские болельщики, не могу не спросить, что же там было на стадионе, как в этот раз все было устроено. Потому что мы помним, что в прошлый раз там были такие вещи, что английские болельщики пробрались в зону россиян, ну и так далее. То есть там были такие провокации. Как в этот раз на стадионе вообще, какая была атмосфера и все прочее? Там вообще наоборот получилось, это наши прорвались. Но сейчас это не важно. Наши прорвались, а поначалу говорят, что англичане покупали в наш сектор билеты. Вот там о чем шла речь. Вы вообще за Россию болеете, по вашему настрою? Вы знаете, я сейчас... совсем у нас. Так нельзя поддерживать сборную. Вы знаете, я за Россию болею больше, чем кто бы то ни было. Но если есть проблема, нужно об этой проблеме говорить. Breaking Bad по-русски. Российские интернет-издания сообщают о судебном процессе над двумя учеными-химиками, который завершился в уральском городе Пермь. Это дело пока не имеет аналогов в современной истории. Подсудимым удалось наладить в Перми промышленное производство компонентов синтетического наркотика амфетамина и заработать на этом 54 миллиарда американских долларов. Российские химики за 8 лет произвели почти 100 тонн наркотического сырья, из которого были изготовлены 3,5 миллиарда таблеток амфетамина. Это примерно по одной таблетке на каждого второго жителя Земли. Именно с их деятельностью связывают наркотический бум 8-9 годов в Европе, когда почти все европейские страны были наводнены амфетаминами и их производными. Свое сырье в Европу пермские химики продавали абсолютно легально под видом синтетических моющих средств. Они попались на попытки распространить свой рынок на Армению, где наркополицейским удалось выяснить весь механизм получения наркотика из внешне безобидного сырья. Между тем, продовольственные прилавки России наводнил химический творог. Это случайно обнаружили петербургские журналисты из интернет-издания Фонтанка.ру. Творог, продаваемый почти во всех российских городах под видом экологически чистого фермерского продукта, горит как бензин, источая острый и неприятный запах пластмассы. Вы видите кадры этих экспериментов. Ни покупатели, ни продавцы не догадываются, что большинство видов российского творога произведено химическим путем из пальмового и рапсового масел низкого качества, которые в Европе используются как биотопливо. Роспотребнадзор выдает на этот творог сертификаты как на продукт, разрешенный к употреблению. Производители настоящего творога утверждают, что такая ситуация для России неизбежна, поскольку имеющегося в наличии молока едва хватает на производство только 10-й части молочных продуктов, продающихся в магазинах. Это обман. Не иногда, всегда. Всегда обман. Потому что у нас нет такого количества свежего молока, чтобы такое количество творога изготовить. Курительные смеси, спайсы. Достаточно ввести эти слова в любом поисковике украинского интернета, как на экране появляются сотни телефонов и адресов. Более того, дилеры-продавцы пишут свои координаты прямо на стенах домов, и никто не боится. Украинский рынок наркотиков развивается и процветает. Есть ли должностным лицам до этого дела? И самое главное, есть ли в принципе в Украине политическая воля бороться с наркотиками и спасать свою молодежь? Всеволод Ананев с подробностями. Эти надписи на фасадах украинских домов – предложение о продаже наркотиков. Для знающих людей эти шифры превращаются в контакты поставщиков и названия препаратов. В основном это синтетические зелья, курительные смеси, так называемые спиды и нюхательные соли. Рекламу на стенах никто не закрашивает, а продавцы, похоже, ничего не боятся. Это на 3-м или на 4-м месте после фармацевтики, после оружия и... Мне кажется, что наркотик – это такая вещь, на которой можно заработать колоссальные деньги. Это бизнес. Еще год назад синтетические вещества продавались в обычных магазинах. В украинском законодательстве есть четкий перечень составляющих, по которым вещество считается наркотиком. Создатели смесей умело обходили эти ограничения. Для легализации было достаточно заменить всего один из компонентов. В любой аптеке можно купить кодеиносодержащие препараты. Их используют как лекарство от кашля. Но при увеличенной дозировке они вызывают наркотический эффект. Больше 2 упаковок в одни руки продавать запрещено. Наши аптеки не придерживаются данного законодательства. Они
продают в любом количестве, в котором у них покупают, наценивая себе какую-то там определенную мзду для того, чтобы заработать. Этот центр помощи наркозависимым в течение года посещают более 15 тысяч одесситов. Юлия занимается реабилитацией уже много лет. Помогает таким же зависимым. Признается, последнее время делать это все сложнее. Очень много некачественного наркотика, синтетического наркотика, от которого наркоманы, если мы раньше знали, что с ним делать, как их лечить, как им помогать, то сейчас по нынешним наркотикам мы порой не можем помочь человеку. Они просто сходят с ума. Уровень наркотизации в Украине самый высокий в Европе. Согласно исследованиям Института Горшенина, с проблемой наркомании в 2010-м сталкивалась каждая 10-я семья в Украине. Специалисты прогнозировали ежегодный рост наркомании на 10%. Пока эту статистику никто не опроверг. Нету возможности поймать наркосбытчика за руку. Борьба с наркотиками переходит уже в ракурс выявления IP-адресов, вычисления транзакций и многих других технических моментов. Общественники совместно с полицией проводят рейды. Выявленные аптеки-наркоточки пытаются закрыть. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Обладатель самой большой и качественной коллекции виниловых пластинок в Кыргызстане решил пойти в народ. Он устраивает вечера виниловой музыки для жителей Бишкека, чтобы дать им возможность услышать первые пластинки культовых музыкантов прошлого столетия. Репортаж Шавката Тургаева. Здесь все обустроено по-домашнему. В углу стоит проигрыватель, на стене висит ковер, как напоминание о советской эпохе. Отныне в этом помещении каждую неделю, как в старые добрые времена, будут собираться любители винила. Сегодня первый вечер. В этом месте можно было похлопать, но да ладно. Идейный вдохновитель виниловой среды Искендер Сыдыков, человек с утонченным музыкальным вкусом. Каждый раз он будет предлагать меломанам послушать историю одной пластинки и ее поскрипывающее звучание. Это сейчас любую музыку без труда можно найти в интернете. Прежде железный занавес не позволял советскому человеку знакомиться с западной культурой. Собирались в квартирах, иногда тайно, и ставили редкие виниловые пластинки. Виниловое звучание, оно никогда не идеально. Вы знаете, вот оно имеет свои шуршания, игла имеет какую-то свою особенность, сама пластинка может быть где-то немного поцарапана, она может, какая-то пылинка, она может создать дополнительный шорох. И если люди сначала пытались избавиться от этого, да, и сделать абсолютно чистый звук, то сейчас, наоборот, приходит к тому, что вот эта вот грязь в этом звуке, какая-то вот это шуршание, оно тоже добавляет свою прелесть. Коллекция Искендера Сыдыкова насчитывает порядка 200 пластинок. Кое-что осталось в наследство от его дяди. Целенаправленной прям цели там коллекционировать не было. Просто любили музыку, слушали. У каждой его пластинки своя судьба, а некоторые в буквальном смысле имеют голливудскую историю. И вот эти две пластинки, у них просто история появления по-своему интересная. Знаете, автора сериала «Карточный домик» наверняка. Да. Он же написал книгу, по которой был снят сериал Майкл Добс. Да. Вот в 2009 году он приезжал в Бишкек. И вот как в подарок за то, что я ему помог, он привез вот эти два альбома. В уникальном собрании меломана джаз и рок, классическая и поп-музыка, альбомы легендарных исполнителей и групп. Но особый трепет он испытывает к творчеству ливерпульской четверки. За этим диском, значит, я, скажем так, охотился давно. Композиция «Girl» с этого диска, она мне вот как-то самая, наверное, первая из битловских песен, которая вот так вот запала в душу. Говорить о музыке коллекционер может часами. Историю еще одной пластинки он расскажет в ближайшую виниловую среду. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.